Эксперты предсказали, что Рахмон захочет обсудить с Путиным в Москве. Пресс-служба президента РТ. Лейтмотивом визита Эмомали Рахмона станут миграционные вопросы и привлечение российских инвестиций, считают российские и таджикские политологи. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет с официальным визитом в Москву 16 апреля. Визит будет рабочий. Вместе с Владимиром Путиным ему предстоит обсудить развитие и сотрудничество двух государств в различных сферах: торговля, безопасность, миграция, культурно-гуманитарное сотрудничество. Но некоторые пункты в повестке встречи Рахмона и Путина, вероятно, особо интересуют официальный Душанбе. Спутник Таджикистан спросил экспертов, чему уделят особое внимание лидеры двух стран и какие вопросы приоритетно важны для таджикской стороны. Так, по мнению руководителя отдела Центральной Азии Института стран СНГ Андрея Грозина, одним из ключевых вопросов экономической повестки станет возможная инвестиционная поддержка Таджикистана со стороны России. Ясно, что Эмомали Рахмон заинтересован в том, чтобы по максимуму привлечь российские инвестиции в экономику Таджикистана, как и любые другие. Все его зарубежные визиты всегда включают в себя эту компоненту, это ни для кого не секрет, отмечает Грозин. По его мнению, главным лоббистом по привлечению иностранного бизнеса в Таджикистан остается именно президент республики, а не профильные министры или комитеты. Потому и официальный Душанбе надеется на то, что Кремль на самом высоком уровне продемонстрирует интерес к активизации инвестиционного партнерства. Наиболее же интересным направлением могло бы стать сельское хозяйство, весьма перспективный и, пожалуй, недооцененный сектор экономики Таджикистана. Благо к этому располагает и политическая ситуация. 5 причин, почему таджикские фрукты до сих пор не покорили рынки РФ. Россия, постепенно отказываясь от плодоовощной продукции из Евросоюза, и таким образом освобождает торговые ниши для потенциальных поставщиков. Но, к сожалению, до сих пор Таджикистан не смог в полной мере воспользоваться этими перспективами, отмечает Андрей Грозин. В свою очередь таджикский политолог Шакир Джон Хакимов полагает, что российские деньги окажутся полезными, только если будут потрачены с умом. В частности, на создание новых рабочих мест. Надо искать возможность вовлечь инвестиции России в реальный сектор экономики, хотя бы ради того, чтобы уменьшить число трудовых мигрантов, уезжающих на заработки из страны за счет их трудоустройства в самом Таджикистане, пояснил Хакимов «Спутник». Миграция станет второй по важности темой встречи Путина и Рахмона. О подписании профильных соглашений говорит и посол России в Таджикистане Игорь Ликин-Фролов. Один из документов – соглашение об организованном наборе мигрантов для работы в российских предприятиях и учреждениях. Хотя конкретных подробностей российский дипломат не сообщил. Второй документ, по его словам, касается юридического статуса представительств миграционной службы МВД России в Таджикистане и Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России. Гусев: о предстоящей встрече Рахмона и Путина накопилось много проблем. Кроме того, официальный Душанбе все-таки рассчитывает, во-первых, на дополнительную миграционную амнистию для граждан, за которыми числятся лишь нетяжкие административные нарушения, а во-вторых, на смягчение режима для тех, кто сейчас работает и трудится в России. Если исходить из нужд граждан Таджикистана, то они заинтересованы в первую очередь в регламентации социально-правовых гарантий, чтобы им была обеспечена безопасность и нормальные условия труда. К сожалению, несмотря на соглашение между странами, в субъектах РФ иногда принимаются постановления, суть которых противоречит этим соглашениям. Имеется в виду введение ограничений на занятия той или иной профессии, отмечает Хакимов. Собственно, проблемы с легализацией, давление со стороны контролирующих органов и все возрастающий запретный список профессий в регионах уже привели к сокращению миграционного потока в Россию из-за других стран СНГ, в первую очередь из Центральной Азии. Эксперт рассказала,
с чем связано сокращение притока мигрантов в Россию. Об этом сообщили эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКСа в своем докладе. В прошлом году в Россию прибыло 124,9 тысяч иностранцев, что на 4% меньше по сравнению с 2017 годом. Число же выехавших из страны, напротив, увеличилось на 16,9%. По словам специалистов, приток мигрантов в России в 2018 году оказался минимальным с 2000-х годов.